Следственная оперативная группа в полном составе на выезд. Следственная оперативная группа в полном составе на выезд. Ирыгун булдыр хизепле телегурав жезем. Студире Любовь Антонова. Январь уюхенче Канаш районен чешалды байне пурет ватчырдығыр вынвиже заявление без сообщений булна. Херахтвада уголовная эш пужарна. Шав жутра разбойба, мошенничество ба, тада хене небе шиғынна преступление зембур. Шавынбегех административла ергене поснажын шергерах шинная плана. Візенчен ытларах же административла кодексын ширым бірім статьебе. Обществовала вырында юзер булныжын. Тада административла кодексын ултта ширым 20 статьебе сигарет туртныжын. Шавынбада епсире обществовала вырында хавара ергелі дытма айдасшын. Январин 25 жень, февралин 25 числечень патриотла воспитание бешиганна уехала гирдеть. Нумай школ зенжен де бирен, кадет сен клазы зембур. И бирде ытты школ зенже вренеген аджазембе янгель шкульне житсе гурдамыр. Тепленрех сюжетра. Аджаранах цир шулбаутма бірен нешен шедензенде он жинчен пырынмя. Шавынба аджас аденчен школ закешінче ларны жүхнех шамрыксыне патриотизм туемебе верекме дырыжач. Паян янгель школынче пызык делегатсыбе Канаш районин ыты школызенче веренеген аджасим шивгарза житня. Веренде уйрымебе шалды иштени пай ертебыныбе кунда пызык пөлдерішле тюльбулу ирдеть. Церлі сылдавзіне пула полиция сотруднигізен тимліхне лекне аджасем. Паян янгель школын кадечізен пурны жибе палажач. В Канашском районе в нашей школе в порядке эксперимента был открыт пробный кадетский класс. Кадетский класс работает в системе дополнительного образования. Программа у нас нелегкая, но мы стремимся быть лучшими из лучших. И за все эти годы выпуски кадетов Янгелической СОЖ имени Героя России Николая Федоровича Гаврилова не раз доказывали это. У наших кадетов много побед на уровне района, республики, на уровне Приволжского федерального округа. Немало даже на всероссийском уровне. Надежда Петрова аджацимбе воемелебе право ба яваплах шинчень калашира. Вы имеете права. И еще с правами идут обязанности, да? Почему же вот 20 ноября отмечается Всемирный день защиты прав детей? Потому что в 1959 году приняли Конвенцию о правах ребенка. Там озвучиваются ваши права. Вот вы сказали право на образование. А какие к нему обязанности? Ходить в школу, да? Каждый день ходить в школу. Это обязанности ваши. Дальше? Делать домашние задания. Дальше. Заниматься добросовестно, да ведь? Учить уроки добросовестно, чтобы не получать двойки. Вот это у вас обязанности. Аджазем ушканземщине уйрылса конкурс викторинын идовыземщине де хуравлама тарышыш. Николай Гаврилов, Россия герой ячебе хизепленеген школ, шулзерень, асла шулчине, мадур яшсембе херзине колорать. Кашнин шабине кунда тимлезе дырач. Ядарлаза музей пулеменче вара пулдарола ендеш семщинчень, куравыш семде ергелещ. В данное время летчиками воздушного судна служат недавние выпускники. Артур Васильев служит в Карелии. Александр Петров служит в Ленинградской области. В подразделениях спецназа Краснодарского края работает семья Даниловых. Оба офицера являются выпускниками школы. В Ульяновске работает военный инженер Игорь Владимиров, тоже недавно окончил школу. В Федеральной службе безопасности России служит офицер Вадим Васильев. 3 недавние выпускники, 3 брата Васильевых, стали военными врачами. Один служит в Калининграде, другой на Дальнем Востоке, другой в Питере. В высших военных учебных заведениях России в данное время обучаются 5 курсантов. Паянхи кунзельне кунда поребе пенетла экспонат. Шулзерень везеншижу из всех парать. Но май жилхыши историк десне Калисы Иванова ерце бырать. Талантлы педагог шулзерень хайн хавалне, пелевне аджазыне парнелить. Калиса Михайловна, тархашын переховран музей жинжень галаса барыр. Янгы школынче музей, в музее Игибинде ултымыш шулда ужалнам.
Кажал я бір вады жылда, уже ішлеп бірінде. Музей был, именно ішлеген музей. Был обычно меха блать экскурсия земет терепер, кезекалап бірінде, и выставка земет терепер. Умбек намар, бери музей реалнах классы земет терепер, теле болу зембедин майер терепер. Кашни пал даты зембех, Камада боленчин зегилзе интерестет, потому что ажезем шинзембетихли был загалашин чухне, совесть урхла еженащей вергалашине, оланда забаныне, кино гурный, шинбадил загалашине был, шинбадил загалашине совершенно урхе балавал. Вот чем бы гитлера шембек тумазажатпар, патерлах узрога земну майер терепер. По данным из интернета, в общий список космонавтов входит 525 человек. Из них космонавты СССР, Россия 111, астронавты США 335, космонавты Китая 6, космонавты других стран 73. Старейший космонавт мира – это Владимир Шакалов. Ему 92 года. А нашему земляку, знаменитому космонавту Андриану Григорьевичу Николаеву уже более 90 лет. На 3 декабря 2018 года в космосе побывало 1252 космонавта. Из них это Юрий Гагарин, а третий наш земляк Андриан Николаев. Далее коротко о нашем знаменитом земляке. Николаев Андриан Григорьевич, третий космонавт СССР, пятый космонавт мира, число полетов 2, продолжительность полетов 21 сутки, 15 часов, 20 минут, 55 секунд. Первый полет Андриан Григорьевич совершил на корабле «Восток-3» в 1962 году 11 августа. Полет длился более 3 суток, 22 часов и 22 минут. Второй полет был на корабле «Союз-9», где Андриан Григорьевич был командиром корабля, а также в экипаж корабля входил Виталий Севастьянов. Произошло это в 1970 году, 1 июня. Полет длился более 17 суток, что было рекордом того времени. Андриан Николаев родился в деревне Шошево 5 октября 1929 года. После окончания 7 классов поступил в лесотехнику. Через 3 года отправился в леса Карелии. Это было в 1947 году. В 50-м уже его призвали на службу в армию. Здесь он увлекался курсами воздушных стрелков и как лучшего курсанта приняли в Фрунзенское военно-авиационное училище летчиков. Всегда был трудолюбивым, добрым, честным, добросовестным. Андриан Григорьевич получил лучшие характеристики и после успешной сдачи экзаменов был определен в Центр подготовки космонавтов военно-воздушных сил. Андриан Григорьевич дважды был удостоен высочайшего звания Героя Советского Союза, дважды кавалер ордена Ленина. Также был награжден золотой медалью Циолковского, Красным трудовым знаменем, орденом Красной Звезды и другими орденами и медалями. Почетный гражданин России и других стран Николаев Андриан Григорьевич вот как описал свою родину. Самое главное не мой полет, не я лично, как космонавт, а родина Чувашская, маленькая республика. Вот как он любил свою родину. Самохран, вот день неизвестного солдата, вот день героев Отечества. Я обращался в музей Хвармас, Феникшан даял нахер терапию зембе телевидение классы герезем, хутирама довольничен зиглес тепер. Самохран, вот день героев Отечества. Камажин Малига, Николай Федорович Инже, Кашинчик Кремич, кунда пермада, вара обязательно шольнеч. Непер Александр Федорович, кунда как его пурнать, май генч не кунда гезе гербулать. Поехинчен зиглинче, юмокне, Ольга Федоровна, в зембе умбайт терниче, совершенно хлавлатель было. Шин багалаша шемикет терничне. Шав шин самохран вот хойгилетте, пойдем хойн пурный день, самохран вот герой пурный день, галзабаржан, ажзень пушне ларах казулат. Целый конкурс эмиртере про музея. Вот кшал еттерный галзабар, кшал еттерный конкурс. Вот герой день. Сентябрь Николай Федорович день рождения, вот 14 сентября, она мая терепренде. Так что мы знаем о герое? Николай Федорович Гаврилов родился в селе Ямничи. После окончания школы учился в Сызранском высшем военно-авиационном училище летчиков. Училище окончил с отличием. Дальше он служил на границе. С 1981 по 1987 год он воевал в Афганистане. Совершил около 3000 боевых вылетов. Не один раз попадал вертолет Гаврилова под пулеметные очереди, но летное мастерство спасало его.
Где бы он ни служил, где бы он ни работал, он всегда был лучшим из лучших. Поэтому указом президента Российской Федерации ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда» за мужество и героизм, проявленное при выполнении специального задания. Заслуженный военный летчик России Николай Федорович Гаврилов 14 раз сопровождал президента России при вылете горячей точки в должностях командира экипажа, командира звена и командира эскадрильи вертолетов. Данный экспонат визит того полета. Сам экспонат – это памятный вымпел, врученный Герою России Николаю Федоровичу Гаврилову президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Это произошло 11 мая 2004 года в городе Москва. На оборотной стороне экспоната надпись президента со словами «С уважением и благодарностью за работу». Ну, в общем, фильм музей эшлеть. Музей эшлеть. Яланах шине балзембе буйналан забирать. Каждый гильмесрень в самохран от Николая Федоровича мне был нельзя катать. А в самохран перед музея шарандоворстен книжка. Пичкшемик я балзен денег. Вот музей будет поялан забирать. Каждый я балах, меньше денег будем гал забирать. Вот хали шине решил не по май конкурсе. В Великой Отечественной войне участвовало 315 наших земляков. Из них вернули лишь 123. Среди них Русков Андрей Миронович, родился в селе Янгелич Канашского района Чувашской Республики 27 августа 1923 года. До войны учился в Канашском медицинском училище. Начал войну, начиная с 1941 года. Прошел войну, начиная с Воронежской области до Шор-де-Белин. Воинское звание старшина медицинской службы, сын инструктор. Воинское. Награжден орден Отечественной войны первой степени, 2 ордена Красной Звезды и другие юбилейные медали. В родную деревню вернулся в марте 1947 года. Вся его дальнейшая жизнь была связана с медициной. В медицине отдал 44 года. А я расскажу вам о другом фронтовике. Это военный летчик Иванов Иван Иванович. Как и Русков Андрей Миронович, родился в 1923 году в селе Янгичи Канашского района Чувашской ССР и окончил Канашское медицинское училище. Призывался в Красную армию в апреле 1941 года и был отправлен в авиационное училище. В январе 1942 года состоялся досрочный выпуск из авиационного училища, и младшего лейтенанта Иванова направили на Волховский фронт в отдельную авиаэскадрилью 52-й армии. В первых же боях он показал себя смелым и отважным летчиком. В составе авиаэскадрильи 52-й армии воевал в Волховском, Ленинградском, Первом украинском фронтах. В одном из воздушных боев под Ленинградом в 1923 году его самолет начал гореть. Самолет был сбит фашистами. Раненого, наполовину сгоревшего пилота Иванова подобрали советские танкисты. Долго пришлось ему восстанавливаться. Его награды – это Орден Отечественной войны, 2 ордена Красного Знамени, Орден Красной Звезды и медали. После войны работал и проживал на Украине в городе Львов, где был захоронен в 2006 году. Поисковый отряд Хальпушланок Шалшлими. Вот чем поисковый отряд семьи перед мой конкурсе не хочет номер галь. Тем еще сагартухар работает, я думаю, конкурсе не галь. Вот музей шли, если один шли здесь, музей шли не марвал. Вот как поисковая группа, ну мы шли пергали, кадить зембе, ну мы шли пер. Вот мы в школе я нашим это мадажар, чтобы школу худшендер конкурсине худшенне был республикари конкурсине или Россия шайнди конкурсе худшенне был приявала, а школа даже мы музей раир терзе, шайва конкурс подемление за некорен, а за музей калазабани, школа линей кара, кашни зембе парни зембани, пидиша эпидемию, придержали влажем, прямо хаос похудшнащий. Музей шлетвал, эбер шлепер, ялнах, где аджимбе, ашамшимбе, вот и шимбек выпускник семьи, но машине держат. Тавда бушка Алиса Михайловна. Цель была похонна школа джисем малашлых раз садырыш сем тузамар, ырыш сембе туптамалы чынлыха авана жахыврыш. Ерыс пёлі кадетсем візіне салдаку тыбе утса дагдартрыш, пожала кіске вғыт хушынче салатса пуштарма да врейнтрыш. Шалды ішсен пая пілдерет каларм вали Ирина Константинова, Константин Садыров, Янгель школя. Паянхи гуна эльзень, Канаш районенче шалды ішсен пая, паспорт вас енебе, тада суд пай планманныне ширипледеген справка зене илме госуслуги урлы май барать. Ыйдузем болзан, херахтохор, пиллек,
02 телефонба шонгыравлаза пілме булать. Шагынба пирин тел болу вишленже, тепре тел бол ичень. Следственная оперативная группа в полном составе на выезд. Следственная оперативная группа в полном составе на выезд.